Глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів. Крим – це Україна. Ну и вот Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар российскими силовиками на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Давайте послушаем подробнее. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою в різних районах Криму. За наявною інформацією, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше 7 громадян України: Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'янов, Сейран Хайреддинов, Олександр Сізіков, Вадим Бектемиров, Муратов Закир'я. Закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилювати тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Правозащитник Лютфия Зудиева с нами сейчас на прямой связи из временно оккупированного Крыма по телефону. Лютфия Ханум, салям алейкум. Алейкум салям. Лютфия Ханум, расскажите о ходе облав сегодня в Крыму, в каких районах, кого задержали. Вот, ну, понятно, да, вы Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайреддинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Закирья Муратов. С кем вы, возможно, были лично знакомы, что вы знаете о этих людях? Ну, первые сообщения начались обыски, начали поступать в 4 часа утра. Это очень рано. Из тех, кто сегодня задержан, лично знакома с Эмилем Зиядиновым, потому что неоднократно видела его возле судов в Крыму на обысках. Он часто участвовал как стример, как активист, к судам приходил регулярно. И вот если посмотреть даже на фотографии, которые делали украинские журналисты-фрилансеры в Крыму, на многих фотографиях Эмиль Зиядинов фигурирует как активист. Что касается остальных людей, то среди них есть инвалид первой группы, это Александр Сизиков, который по логике следствия является организатором террористической ячейки, что само по себе звучит абсурдно, учитывая, что он слепой и не может ходить без посторонней помощи. Также среди этих людей есть очень пожилой человек, это Закирья Муратов из Алушты, 57-го года рождения. Ну, то есть традиционно ФСБ арестовывает в Крыму людей, которые в принципе никакой террористической деятельности отношения не имеют, но отличались какой-то гражданской или политической позицией и по этой причине стали жертвами репрессий.